В центре Москвы открыли памятную доску уроженцу Республики Коми, ученому-основателю нефтегазовой промышленности СССР, дважды лауреату Сталинской премии первой степени Василию Михайловичу Синюкову. Табличка появилась на фасаде дома номер 17 по улице Тверской, где жил выдающийся ученый. Установили ее по инициативе региональной общественной организации «Землячество Коми» в Москве. На торжественной церемонии открытия побывала Дарья Вологжанина. Москва, Тверская, 17. В этом доме недалеко от Красной площади жил наш выдающийся земляк. Ученый, один из основателей нефтегазовой промышленности СССР, заслуженный деятель науки и техники Коми АССР и Якутской АССР Василий Михайлович Синюков. Выходец из деревни Онежье Вологодской губернии, сейчас это Книжпогосский район, стал первым в Союзе доктором геолого-минералогических наук, получившим ученую степень без защиты диссертации. Его научные открытия внесли огромный вклад в становление современной нефтегазовой отрасли. Второй Ломоносов. Так представлял Синюкова Петр Капица Иосифу Сталину. Тот вклад, который он сделал в развитие нефтяной, газовой промышленности, строительство газовых трубопроводов, он ведь первопроходец во всех этих вопросах. И один простой пример. Если Соединенные Штаты Америки за 120 лет, пробурив 1,5 миллиона скважин, достигли добычи 250 миллионов тонн в год, то Советский Союз только благодаря Синюкову и его провидению, его научным, так сказать, выводам и той системе опорных скважин, которую он, как вам сказать, открыл за 25 лет. Мы там с 10-20 миллионов вышли на 250, пробурив всего 300 скважин по всей стране. Кимбрийская нефть в Якутии, саратовский газ, нефтяное месторождение в Татарии. Его открытия помогли стране в годы Великой Отечественной войны. Никогда не сидел в кабинете, всегда находился в полях. Лично возглавлял экспедиции. Когда тяжело в стране было, войну, он и нашел и газ нам в Поволжье. Он и нашел нефть нам в Татарии. И обеспечил, подстраховал всю нашу технику. Так что Баку у нас уже висел на грани. А воевать чем-то надо было. Так что он один из создателей топливно-энергетического комплекса страны. Нефтяной отрасли Василий Синюков посвятил всю свою жизнь. Его научное открытие до сих пор большое подспорье для нынешних нефтяников. В память о его вкладе в науку на фасаде дома в Москве было решено открыть памятную доску. Инициативу проявило землячество Коми в Москве, поддержал глава республики. Большую финансовую лепту внесли социальные партнеры. Изготовили доску на средства компании «Лукойл» в рамках соглашения с правительством Коми и «Газпром Трансгаз Ухта». Содействие оказало и правительство Москвы. Работа над созданием барельефа заняла 1,5 года. И вот, в преддверии 102-й годовщины образования республики Василий Синюков вновь вернулся на Тверскую, 17. Теперь навсегда. Над созданием доски работал авторский коллектив: скульпторы Владимир и Данила Суровцевы, архитектор Владимир Сягин. В центре барельефа бюст Синюкова. Вокруг география экспедиций ученого от Усинска до Иркутска. Важные элементы композиции: нефтяные качалки и всадник на коне. Молодой Василий Синюков. Когда мы работали над композицией, люди, которые знали академика, они говорили, что он большую часть жизни провел в экспедициях. А когда был молодой, да, это и лошадки, это и тайга, это и комары, это и гнус. То есть, с одной стороны, это романтика, с другой стороны, это тяжелейший труд. Пожалуй, главные гости мероприятия – потомки Синюкова. Внучка Ольга Ремировна – продолжатель дела своего великого деда. Работает в университете имени Губкина, там, где основал кафедру и преподавал Василий Михайлович. Дед был очень занятым человеком, очень занятым. И для меня лично он был человеком-праздником. Вот когда, во-первых, он родился на праздник, на Рождество. Представляете, какой замечательный, веселый праздник, светлый. И вот всю жизнь он таким был, молодым, радостным. Даже когда у него были какие-то там, переживания, несчастья какие-то, его сопровождали. Он все равно, он не ломался и, шел дальше. А праздник в каком смысле? Он когда приезжал, всегда с ним приезжали вкусняшки, всякие интересности. Вот, поэтому, конечно, для меня это
дед праздник. Правнук Василия Синюкова не пошел по стопам деда. Учится на журфаке МГУ. Делится, великого предка в семье вспоминают часто. На открытии мемориала он прочитал стихотворение, которое посвятил прадеду и его трудам. Проверяя район за районом, прорываясь сквозь толщи пород, отвечает земля гулким звоном и фонтанами мощными бьет. Дарья Балакжанина, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Москва.